Более десятка медалей на выбор наглядно показывают боевой путь участника Великой Отечественной Багаудина Яндиева. А поздравительные письма от самых высоких чиновников доказывают, каких сил стоила победа советскому народу. Медаль за доблесть, за защиту Москвы, за поднятие целины, Орден Труда. За долгую и насыщенную жизнь ветеран успел отличиться во многом, но до самой смерти самыми важными для него оставались достижения военного времени. Вот эту медаль дали за отвагу, на войне дали, за боевые действия, да, и за связь хорошую под Сталинградом. Так, дальше, да. За оборону Москвы. Да, вот когда шло наступление фашистов на Россию, Москву надо было защищать. Все силы были направлены на то, чтобы защитить Москву, в том числе был и он, да, со своим отрядом. Так, да. За боевые заслуги. Да, за боевые заслуги это уже при отступлении, отступая, защищали города, следующие до Волгограда, защищали города, держали связь. Вот за это дали ему эту медаль. Работа его была очень нужная и почетная. Да, и с большим уважением к ней относились мои руководители, потому что нужна была связь. Да, и ветеран труда? Ветеран труда уже дали попозже, ветеран труда дали в 79 году. Это было уже в Кантышеве, после того, как мы вернулись из Казахстана, вернулись в Кантышево. Родился Багаудин Яндиев в 1915 году в Кантышеве в большой семье из 8 человек. Семья рано потеряла кормильца, отец Заам погиб в гражданскую войну. На тот момент Багаудину только исполнилось 4 года, и воспитанием семьи занялся дядя по матери. Именно он и решил судьбу нашего героя, когда отправил учиться в школу во Владикавказ, а после на курсы водителя в Краснодар. Какая радость была у жителей всего села, когда папа приехал на машине, Райхант помнит до сих пор. По окончании курсов ему посоветовал начальник пойти сразу в Назрановскую администрацию, там, говорит, тебе дадут машину. Я, говорит, приехал туда, мне, говорит, сразу дали и ключи от машины, и сказали, где машина стоит. Я получил эту машину и поехал в Кантышево. Ехал, говорит, по дороге, все народы, говорит, которые живут там поблизости, выходили, удивлялись. Это, говорит, была первая машина, которая заехала в Кантышево. После нескольких лет работы на транспорте Багаудин Яндиев отправился служить в армию. Было это в 1939 году, как раз когда началась Вторая мировая война. Под Смоленском организована была дивизия, и я стал, говорит, водителем своего начальника. Да, он, говорит, очень нашли мы общий язык. И через год он, говорит, мне советует поступить в Качинское летное училище. Я, говорит, поступаю в летное училище, год проучился, сдавать последний экзамен, у нас каникулы начинаются, мы все очень довольны, но не успели сдать экзамен, началась война в июне. Началась война, нас всех направляют под Смоленск, организовали там дивизию. Мне, говорит, дали машину, дали 2 помощников, дали рацию, это есть как раз техника связи того времени. Рацию посадили, и мы с боями отступали, дошли до Москвы, под Москвой очень сильные были бои. Да, и нам, говорит, приходилось выходить, тоже заниматься освобождением своих людей, отбиваться от фашистов, всевозможные действия мы там под Москвой выполняли, вот за что он получил вот эту медаль под Москву. Отступая, экипаж под командованием Багаудина Яндиева обеспечивал связь тыла и передовой. В один из выездов машина попала под обстрел вражеского самолета. Сослуживцы ветерана успели выбежать из машины и отойти на безопасное место, а наш земляк нет. В результате Багаудин был ранен, но остался жив. Проходил лечение в госпитале, после которого снова ушел на фронт. Связь была очень нужна, поэтому меня, говорит, там ценили очень сильно, потому что связь, дело самое было очень нужное. И так дошли мы до Волгограда, что там было, сколько раз он рассказывал, это был какой-то ужас, конечно. Были лужи крови, иногда, говорит, наступить было негде на дорогах, настолько много погибло людей и с одной стороны, и с другой стороны. Все-таки мы с вами знаем, что фашисты там проиграли, их началось отступление, и вот отступая, наступая, по пути были стычки с фашистами, да, нам приходилось выходить из машины, воевать, насколько мы могли это сделать, нас же, говорит, только 3. Перед нами идет армия наша, а мы следом за ними идем, вот, связисты. И вот дошли мы, говорит, до Кёнигсберга.
Там боевой путь Багаудина Яндиева завершился. Война закончилась, и он собрался на родину. Но по пути домой ветерана ждала неприятная весть. Его семью вместе с народом отправили в ссылку. Вслед за ними поехал и Багаудин. Целый месяц ветеран искал своих родных в Северном Казахстане, а когда нашел, оказалось, что от большой семьи остались только мать и сестра. 3 брата и младшая сестра Багаудина к тому времени уже не были в живых, а мама до последнего думала, что ее сын погиб на войне. Матери встреча была, говорит, ужасно. Она когда увидела меня, говорит, я не ожидала, говорит, тебя увидеть живым. Я не ожидала. Сколько, говорит, было похоронных сообщений по родственникам и так далее. Сколько было потерь. Я не вообще. Откуда ты взялся? Был, говорит, его единственное слово, откуда же ты взялся? И упала, говорит, без сознания. Упала без сознания. Я, говорит, 2 часа не мог привести ее в чувство. Потом она пришла в чувство, не могла нарадоваться тому, что я остался жив. Не могла нарадоваться. И так они прожили потом несколько лет вместе. На родину Багаудин с семьей вернулся в 1957-м. До последнего работал водителем. Не стало ветерана летом 2004-го. Муслим Ганиев, Магомед Дидигов. Новости 24.